9 мая 1945 года был самым счастливым днем в жизни каждого. За 4 бесконечных, страшных года Великой Отечественной войны отступавшая, не готовая к войне армия нашей огромной страны, из обладательницы одноствольных винтовок, тачанок и кавалерии, немногочисленных танков и самолетов превратилась в мощную военную державу благодаря самоотверженному труду в тылу строителей новых заводов, конструкторов новейшей техники, танков, самолетов, истребителей, бомбардировщиков, воспетых в песнях «Катюш», ракетных войск, мощного военно-морского флота. Все для фронта, все для победы. Одним этим желанием жила страна. Женщины и подростки которой работали на заводах, фабриках, полях. У нас в Якутии охотники сдавали мягкое золото, пушнину. Рабочие алдан золота добывали золото, на которое закупались оружие, стратегические запасы продовольствия из Америки. Тушенка не была бесплатной. Американские самолеты пролетали через Якутию в Новосибирск. Женские рыболовные бригады в ледяной воде обрабатывали рыбу, отправляемую сразу на фронт. Все для фронта, все для победы. Страна не стояла за ценой победы. И вот она пришла. Русский маршал, победоносец Георгий Жуков принял ночью 8 мая 1945 года полную и безоговорочную капитуляцию фашистской Германии. Подписание будет происходить в присутствии многочисленных представителей командования фронта и гостей союзных держав. Маршал Жуков сообщает о прибытии в Берлин представителей гитлеровского командования. Маршал предлагает вызвать немецкую делегацию для подписания акта о безоговорочной капитуляции. Даже в эту критическую для них минуту они пытаются сохранить свою обычную прусскую спесь. На вопрос маршала Жукова, известны ли представителям германского командования условия капитуляции, Кейтель подтверждает, что условия капитуляции им известны. Маршал Жуков предлагает представителям германского командования подойти к столу союзного командования и здесь подписывать акт о безоговорочной капитуляции. Капитуляция подписана. Немецкие представители могут покинуть зал. А в Москве уже наступило 9 мая. Солдаты стреляли в воздух, расстреливая все патроны, которые уже не надо беречь. С утра страна стала ждать своих отцов, братьев, сыновей. Еще кое-где стреляли. Еще предстояло победное завершение войны с Японией. И вот 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся исторический парад победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Сейчас мало кто знает, что следующий праздничный парад с осмотром военной техники состоялся лишь спустя 20 лет, в 1965 году. Почему? Видимо, Сталин помнил тогда
во что вылился дух победы в Первой Отечественной войне 1812 года. Помнил декабрьские события 1825 года на Сенатской площади. И понадобились тогда казни и ссылки декабристов, чтобы заглушить пробудившееся достоинство победителей всей Европы, примкнувшей к Наполеону. И вот парад 1965 года в честь 20-летия Великой Победы, то есть через 12 лет после смерти Сталина и развенчания Хрущевым культа личности генералиссимуса. И 9 мая не было всегда выходным днем, величайшим праздником, добытым почти 30 миллионами жизней. И в том, что 9 мая стал праздничным выходным днем, и то, что подвиг безымянных защитников и Брестской крепости, и других неизвестных героев, которые несправедливо замалчивались, во всем этом велика заслуга писателя Сергея Смирнова, фронтовика, бойца истребительного батальона, писателя одной темы поиска неизвестных героев Великой Отечественной. Как долго было несправедливым отношение к защитникам западных границ. Даже враги с изумлением отзывались об исключительном мужестве, стойкости и упорстве защитников Брестской крепости, настоящей твердыни, а мы предали все это забвению. В Москве, в Музее вооруженных сил, об обороне Брестской крепости не было ни стенда, ни фотографии, ничего. Музейные работники вынужденно пожимали плечами и лепетали: у нас музей истории подвигов. Какой мог быть героизм на западной границе? Немец беспрепятственно перешел границу и под зеленым светофором дошел до Москвы. Вы этого разве не знаете? Важнейший подвиг писателя Сергея Смирнова состоит в реабилитации героев Брестской крепости. Он является основоположником поисковой публицистики и первую свою книгу о войне «В боях за Будапешт» выпустил в 1947 году. С 1955 года, то есть через 2 года после смерти Сталина, впервые прозвучали в августе по радио его передачи, которые назывались «В поисках героев Брестской крепости». И в 1957 году вышла его книга «Брестская крепость», за которую он был удостоен в 1965-м звания лауреата Ленинской премии. Главная заслуга Сергея Сергеевича Смирнова в том, что он в начале 50-х, самым первым в нашей стране, начал поиск неизвестных героев, бросив открытый вызов устоявшейся формулировке: у нас нет ни пленных, ни пропавших без вести, у нас есть только предатели. Итог многолетней деятельности писателя Смирнова, решившего воссоздать невероятный подвиг людей, который долго оставался полностью неизвестным. Героизм в бою защитников Брестской крепости был продолжен отважным стремлением писателя рассказать честную, полную драматизма правду. Миллионы людей в то время, прильнув к радиоприемникам, слушали его рассказы о неизвестных героях. Вот я думаю, что нам с вами надо учиться и учить нашу молодежь именно такому восприятию слова «Родина», чтобы оно не соскакивало с языка бездумно, между прочим, а чтобы каждый раз оно приносило и в ум, и в сердце человека вот эти чувства и мысли, хотя бы несколько похожие на то, что испытал этот неизвестный защитник Брестской крепости в последние минуты своей жизни. А потом в 60-е и к телеэкранам.
каждую неделю, трепетно ожидая очередного выхода его телеальманаха «Подвиг». Ведь в каждой третьей советской семье был свой пропавший без вести. Добрый вечер, товарищи. В прошлый раз я рассказывал вам о детях-героях Великой Отечественной войны. И, как вы помните, обещал рассказать историю одного моего поиска, который в конце концов привел меня к знакомству с очень интересным героем Отечественной войны. Здесь, рядом со мной, в студии сегодня. Александр Александрович, скажите, пожалуйста, как вы попали на фронт? Это как раз незавидно очень, это и не поучительно, просто Да. удрал. Удрали. Почему удрали? Ну, очевидно, детство сказывалось. Романтика войны, да? Романтика. Так. Вы в каком классе тогда учились? В классе 3. В 3. Так. Скажите, у вас, кажется, отец был на фронте, да? Да, отец был на фронте. Где он, в каких войсках? Отец тоже танкист. Так. Находился где-то, в общем, второй или третий украинский фронт. И вы в том направлении бежали, да? Да, я сначала в том направлении бежал, потом к эшелону, к одному воинскому. Да. Прибился и с этим эшелоном, значит, попал уже на Первый Белорусский фронт. На Первый как раз- Белорусский? Да, они как раз выходили с Житомира. И популярность Смирнова в те годы была сравнима только с популярностью первых космонавтов. Но почти всех своих оставшихся в живых безвестных героев ему приходилось буквально вырывать оттуда, с Колымы. Очень многие, от кого в те времена зависела судьба этих людей, не простили ему этого. Давайте посмотрим немецкую хронику первых дней войны, когда операторы привычно снимали фильм об очередной победе. Но оказалось, что немцы в Европе не знали, что такое настоящая война. Сейчас эта короткометражка о Брестской крепости называется «Первый день войны. Немцы в шоке». Конечно, ты охвачен ужасом. Тебе приказали идти вперед, и, естественно, в животе у тебя бурчит от страха. Но ничего не поделаешь. Надо идти. И в следующую секунду ты слышишь звук, который ни с чем не перепутаешь. Тебе кажется еще секунда, и тебя продырявит насквозь. И тут ты замечаешь лежащего впереди немецкого солдата. На пальце обручальное кольцо, голова кровавое месиво. Вот так я увидел первого убитого на этой войне. Едва мы пошли в атаку, как один из наших застрелился из своего же оружия. Зажав винтовку между колен, он вставил ствол в рот и надавил на спуск. Так для него закончилась война и все связанные с ней ужасы. В 4 часа утра спящие люди в СССР, верившие в нерушимость пакта о ненападении, подписанного Молотовым и Риббентропом, не могли не впасть в панику от невиданного шквала огня. Вы видите хроникальные кадры, как гитлеровцы вероломно, без объявления войны, напали на Советский Союз. Крепость рушилась под огнем невидимого противника. Вокруг лежали убитые, раненые, даже контуженные, безоружные солдаты. Порой без винтовок шли в штыковые атаки, вооружившись чем попало. Несмотря на панику, оборону стихийно возглавили люди, похожие на майора Петра Гаврилова, о действиях которого по крупицам собирал Сергей Смирнов. В первый же день войны в крепости возникло 3 точки сопротивления. В одной из них оборону возглавил майор Петр Гаврилов. В фильме есть собирательный образ сына полка, в котором собраны все факты детского героизма. Один из них – Петя Клыпа,
волторнист из взвода военного оркестра. В этом поистине огненном аду, где воедино сплавились камни с металлом, стеклом, в стенах Брестской крепости продолжалось сопротивление, нанося серьезный ущерб гитлеровцам. Этот кусок кирпича с оплавленным металлом был найден советскими солдатами в Берлине, в кабинете Адольфа Гитлера, в имперской рейхсканцелярии в мае 1945 года. Этот камень был из Брестской крепости. Но почему Гитлер держал его перед собой и о чем он думал, теперь уже не знает никто. О Пете Клыпа ходили легенды, что он фартовый, везучий. И действительно, он обнаружил с приятелями чудом уцелевший склад боеприпасов, что позволило продолжить сопротивление. С ним дети находили в развалинах продукты, даже склад медчасти с лекарствами, перевязочными средствами. Многие из русских гаврошей отказались уходить из крепости вместе с женщинами, детьми, а продолжали добывать воду из реки, куда взрослые не могли добраться. Еще не была сочинена песня «Священная война», но уже был долго замалчиваемый подвиг Брестской крепости. Сколько продолжалась героическая оборона, неизвестно по сей день. Сергей Сергеевич Смирнов несколько лет вел радиопередачи, в результате получал письма от оставшихся в живых защитников Брестской крепости, что позволило ему позже восстановить хронику обороны крепости буквально по дням и часам. Так стало много известно о майоре Петре Гаврилове. Например, оказывается, он решил всех оставшихся в живых принять в коммунистическую партию. Сам рекомендовал и сам же принимал. Когда-то уцелевших христиан, окруженных в столице крестоносцев, возводил в рыцари их предводитель, чтобы все умерли рыцарями, чтобы рыцарями пришли в Царствие Небесное. Так и воины Брестской крепости отправились на тот свет коммунистами. Что еще мог сделать для них Петр Гаврилов? А что было с ним самим? Вместе с оставшимся другом, а затем один, он продолжал боевые вылазки из катакомб и держал оборону в течение 32 дней. На прощание взорвал гранатой 6 фашистов, предлагавших сдаться. Голодного, обросшего, всего в копоти и земле, полуглухого, раненого майора пленили и вытащили наверх из катакомб к немецким фашистам. Говорят, в его честь устроили нечто вроде военного парада. Враги салютовали последнему русскому солдату. Это быль, не легенда. Видимо, так праздновали немцы, наконец, победу над Брестской крепостью. Многие пленные в фашистском лагере знали о майоре Гаврилове, к нему относились с уважением. Беседы с ним поднимали дух пленных, помогали им переносить тяготы и лишения лагерной жизни. После победы, освобожденный из плена, Гаврилов прошел государственную проверку и был восстановлен в звании майора. А осенью 1945 года он был назначен начальником советского лагеря для японских военнопленных в Сибири. Казалось бы, человек мог ожесточиться в плену и теперь в какой-то мере вымещать все, что он пережил на прямых союзниках врага. Но Гаврилов и здесь остался человеком исключительной гуманности.
он сумел образцово поставить содержание пленных в лагере. Нам, якутянам, будет интересно узнать, что один из участников героической обороны Брестской крепости, Александр Митрофанович Филь, жил на Алдане, в Якутии. Он был освобожден из фашистского концлагеря в 1945-м, попал в советский проверочный пункт для пленных, где следователь обманно заставил его, не читая, подписать протокол, по которому он позднее оказался власовцем. И вот добиться правды, пересмотреть дело Александра Филя, возвратить ему доброе имя, конечно, помог Сергей Смирнов. У нас в Якутии коллегой Смирнова первым документалистом-поисковиком был Прокопий Иванович Егоров, известный журналист, основатель газеты «Молодежь Якутия», фронтовик, орденоносец, лейтенант Второго Белорусского фронта, освобождавший Померанию, города Польши. Победу он встретил в Германии, в устье Одера. Среди его книг назовем документальные повести об участниках Великой Отечественной войны, о жизненном и боевом пути славного генерала-покровчанина Андрея Ивановича Притузова, о Февронии Николаевне Малгиной из села Усть-Тата, проводившей на фронт 5 сыновей, пропавших без вести на полях сражений в Финскую, Великую Отечественную войнах, которая до последних дней своей жизни ждала их, надеясь, что хоть кто-нибудь из них вернется. Что мы с вами можем сделать? Можем немного. Помнить. Оторвитесь от компьютеров и телевизоров. Идите в бессмертный полк. Почувствуйте, как громаден был фронт, на котором завоевывалась победа в Великой Отечественной.